18 апреля на календаре, день недели пятница, и мы вновь приветствуем всех наших телезрителей на канале Якутия-24. Это «Утро Якутии», мы встречаем наступивший день. Отрадно, что нашу утреннюю программу смотрят в разных уголках нашей республики. Как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. А вдвойне приятнее, что и зрители у нас, Паша, разные. Это люди от мала до велика. Ну, действительно, да, и сейчас хотели бы передать пламенный привет нашему верному юному зрителю из поселка Хандыга, Тарасову Айхану. Айхану 6 лет, и он очень любит по утрам смотреть наши эфиры. Вот он наш такой юный зритель, и мы с огромным удовольствием передаем тебе пламенный привет. Смотри наши эфиры, ну и надеюсь, когда-нибудь, когда ты станешь постарше, ты сможешь побывать у нас на телевидении и станешь героем нашей программы. А может быть, и мы будем смотреть эфиры твои. Может быть. Итак, вот такая добрая новость, ну а мы движемся далее. Да, и по традиции, конечно, узнаем, что за окном сегодня происходит. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 15 градусов. В заречной группе минус 17 плюс 5. В южных от 8 до плюс 3. В Вилюйской группе минус 4 плюс 9. В Нижнеленских до 7 градусов мороза. В западных районах 9 градусов тепла. В Кулман-Дигирской группе улусов 23, 1 градус ниже 0. В Янских до 22 градусов мороза. На северо-западе 25 градусов со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 14 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Штиль. Сегодня днем солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 6 градусов. Ну а далее передадим слово нашим коллегам из информационной службы, узнаем о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Расскажем о самых заметных событиях к этому часу. Юрий Трутнев поручил усилить меры безопасности в связи с пожарами и паводками на Дальнем Востоке. С начала года в ДФО зарегистрировано уже 483 природных пожара. Особое беспокойство вызывает ситуация в Забайкалье, где 19 пожаров бушуют в опасной близости от населенных пунктов. В 6 регионах ДФО уже начался пожароопасный сезон. Введен режим ЧС. Власти принимают меры по увеличению численности пожарных и обеспечению техники. Также обсуждается подготовка к паводкам, планируется мониторинг гидропостов и проведение превентивных мероприятий. 7 регионов ДФО уже признаны готовыми к безопасному пропуску паводковых вод. С декабря артезианская скважина, которая обеспечивала холодным водоснабжением муниципальные многоквартирные жилые и частные дома, социальные объекты, находящиеся по улицам Аюнского, Кулаковского, Сафронова в селе Итыкёль, вышла из строя. Причина – обрыв водоподъемной трубы, а также аварийное отключение глубинного насоса. Начиная с 17 декабря прошлого года Татинским филиалом были демонтированы 7 единиц водоподъемных труб с общей длиной 59 метров. Последняя попытка демонтажа водоносных труб была произведена в феврале этого года. На данный момент заключен договор подряда. Шарошечное долото, оно это большое. И вот надо хотя бы метров 60-80 пройти и трубами перегородить. Ну а потом мерзлота пойдет, уже поменьше диаметр будет. Трубы другие будут. Уже побыстрее будет. Труба, которая давит весом. Одна труба 1000 тонн на 200 весит. Вот мы таких вешаем побольше, чтобы она давила на забой. Чем больше давит, тем она лучше идет. Дальше пойдем, потом фильтра будем обсаживать. Потом насос посадим туда, опустим. И вода будет. Начала работу коллегия Минздрава Якутии, которая впервые организована с участием глав районов. Участники обсудили вопросы государственной политики в отрасли здравоохранения и задачи на 2025-2030 годы. Главным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между Минздравом и районами республики. Цель – совместная работа по укреплению общественного здоровья и увеличению продолжительности жизни населения. Это важный шаг к созданию единой системы, где усилия власти и медицинского сообщества объединены ради здоровья людей.
лечат. Школьная медицина – это действительно очень актуальное и необходимое в наше время мероприятие, так как ранее, скажем так, много уже лет назад, да, когда это все было организовано, школьники имели возможность проходить непосредственно медосмотр в стенах школ и направляться в дальнейшем уже при необходимости в военкоматы и при выявлении более тяжелых патологий направляться непосредственно в центры для более детальной диагностики до обследования. На следующей неделе в Русском театре премьера спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Постановкой занимается режиссер Борис Ярош, известный якутскому зрителю по работе над спектаклями «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» и «Боинг-Боинг». Главную роль исполняет заслуженный артист Якутии и России Эдвард Скупшис. После большого перерыва это первая главная роль в работе метро-сцены Русского театра. Также в спектакле задействованы и молодые артисты Семен Романенко, Дарья Рокачева, Евгений Кузьмин и другие. Премьерные показы запланированы на 25-26 апреля. Есть очень дорогая, трепетная линия любви молодых людей. Вот это очень главное. Может быть, мой персонаж что-то... Ну, понимаете, когда персонаж хоть твой и старик, так будем говорить, но когда он вызывает вот эти чувства, которые затрагивают сердце твое, все, это не может не трогать людей и в зале. Хоть он молодой, хоть старый, черствых окончательно, а те не идут в театр. Так что мы можем быть спокойны. Сегодня пятница, и последний день рабочей недели может быть действительно очень трудным в пятидневке. Но это, конечно, может случиться из-за того лишь, что в течение недели какие-то важные дела откладывались, и теперь за один день необходимо разобраться с недельным объемом работы. Завал, да, так сказать. Но если по каким-либо причинам такая ситуация вам близка, знакома, то, безусловно, сегодня вам нужно быть во всеоружии. И самое главное — быть в тонусе. А чтобы зарядиться энергией с утра, мы, конечно, как всегда, рекомендуем сделать утреннюю зарядку, тем более, что комплекс простых упражнений покажет наш спортивный инструктор. Доброе утро! Пришло время для нашей утренней гимнастики. Поехали! Начинаем с разогрева. Поехали! Шаг, 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 шаг. Еще. Раз, два, три, четыре. Еще. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, 4. Бабочка. Раскрылись, закрылись, раскрылись, закрылись. Приставной шаг. Слегка согнули колено. Еще. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Еще. Выдох, выдох. Продолжаем. Выдох, 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 выдох. Сейчас мы будем переходить на протяжку. Готовы? 3, 2, 1. Поехали. Ручки вперед. 3, 2, 1. Меняем. 3, 2, 1. Меняем. 3, 2, 1. Еще. 3, 2, 1. Еще. 3, 2, 1. Закончили. 3, 2, 1. Поехали. Перекаты. Выдох, выдох, выдох. Еще. Дышим. Тянем ручки вверх, плечо прожимаем вниз. Выдох, выдох, выдох. Продолжаем. 3, 2, 1. Закончили. Центр. Наклон. Тянемся. Колено прямое. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. Еще. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. Стоим. Удержание. 3, 2, 1. Подъем. Собрали ножки.
Хорошо. И будем работать на мышцы брюшного пресса. Выдох, выдох, смена, выдох, 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 смена, выдох. Округляем спинку, сокращаем мышцы брюшного пресса. Выдох. Еще. Продолжаем. Дышим. Выдох, выдох. Еще, еще. Выдох, выдох. Продолжаем. Хороший темп. Выдох, выдох. 3, 2, 1. Крайний. Ножки широко. Вдох и выдох. Поехали. Вдох. И выдох. Еще. Вдох. И выдох. Завершаем. Вдох. Выдох. Мы всем желаем отличного дня и хорошего настроения. До новых встреч. Увлекаться спортом, безусловно, полезная привычка. Еще лучше, если ту самую привычку поддерживают все члены семьи. В Ленске, кстати, провели соревнования для именно таких семей воспитанников детского сада. Да, оценивали ловкость, скорость, меткость и даже творческий подход. А борьба была напряженная. Об этом говорит и разница в результатах. Порой команды уступали в каких-то там определенных забегах друг другу буквально доли секунды. Давайте узнаем у наших коллег, как прошли соревнования. В этот день самые спортивные, ловкие, быстрые семьи воспитанников детских садов боролись за победу. Они так быстро и умело проходили все этапы, что разница в результатах доходила до доли секунды. Задание несложное. Здесь нужно смекалку, здесь нужно шустроту и организовать свои нервы. Впечатления отличные, замечательный день. Интересно, здорово. Может быть, немножко расстроимся, если не займем первые места, но тем не менее. Мы в команде все важны, мы в команде все дружны, все равны, как на подбор, каждый спорт чемпион. Соревнования проводились по 5 видам состязаний. Нужно было представить команду, прыгнуть в длину, попасть в цель и преодолеть 2 разных полосы препятствий на время. Участники показали хорошую подготовленность и волю к победе. Родители нисколько не уступали детям в ловкости и азарте. Семья Данченко – одна из всех, кто попал в цель из 9 попыток, промахнувшись только раз. Лучший результат. Рады были и родители, и сын. Да, старались, переживались. А садик работает? Да, готовились очень. Все было сложно, интересно, очень волновались. Очень интересно. Хотели победить, конечно, старались, стремились. Почаще бы такие мероприятия, они сближают. Хорошо очень. Болельщики и зрители следили за ходом событий и громко переживали. С каждым новым конкурсом обстановка накалялась. Да, очень сильно болею, очень сильно переживаю за своих ребят, но я думаю, они уже нас не подведут. Уже мы идем немножко впереди. А вообще это замечательный праздник. Праздник такой вот связи всех садов, праздник дружбы и праздник радости. Вот хочется, чтобы повторялось и повторялись такие праздники, которые сближают сады и которые вдохновляют нас на все лучшие и лучшие результаты. Спортивный праздник удался на славу. Соревнования судила строгое, но справедливое жюри. Победила семья Беловых из детского сада «Теремок». Мы не готовы к таким мероприятиям. Я выступаю, конечно, на соревнованиях, но не другого совсем уровня. И мы впервые участвовали в эстафетах таких интересных, классных. Тут, я говорю, у меня до сих пор руки трясутся. Это не менее волнительно, чем на республиканских соревнованиях выступать. Здорово. И деткам очень интересно и познавательно, и привлекает их к спорту, и к патриотизму. Поэтому, да, такие мероприятия очень важны. Независимо от того, как распределились места, все участники и зрители соревнований получили массу положительных эмоций и приятных впечатлений. Все семьи были награждены грамотами, медалями и памятными подарками. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск.
Вообще такие теплые, уютные мероприятия, которые семейного формата, это всегда прекрасно. Ну а мы перейдем к другой теме, потому что сегодня Международный день памятников и исторических мест, он же, в принципе, День всемирного наследия. Этот день ежегодно отмечается 18 апреля с целью привлечь внимание к важности сохранения всемирного культурного наследия. В нашей студии Гаврил Терентьев, заместитель руководителя управления по охране объектов культурного наследия. Гаврил Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, немного нам о программе, о которой многие, наверное, знают, так как президент страны объявил о долгосрочной программе сохранения объектов культурного наследия России. Вот какое участие и как принимает республика в этой программе? Ну, по поручению Путина до 2030 года по России должно быть восстановлено более 1000 объектов культурного наследия. Ну, там сейчас придумают разные варианты, да, как это прорабатывается. Но один из вариантов — это через программу Дом РФ, это льготное кредитование на реставрацию объектов культурного наследия, то есть там 4%. Но тут зависит от ключевой ставки. В 8 регионах, которые выбрали, да, Якутия туда не вошла, там 4%. В остальных зависит от ключевой ставки. Например, если сейчас ключевая ставка, насколько я знаю, 21%, то по 17%. То есть через механизм вот этого льготного кредитования, то есть там хорошее условие, то, что срок не ограничен, можно брать и на 50 лет, на 100 лет кредиты. И вот через эту программу вот это планируется до 2030 года более 1000 памятников восстановить. Мы в этой программе тоже как бы участвуем, да, заявку отправляли, пока у нас там вошло в Дом РФ программу 7 объектов культурного наследия. То есть как то есть желающие инвесторы, которые хотят вложиться, да, они могут поучаствовать и тогда получить это льготное кредитование. Но тут именно вошли те объекты, которые с точки зрения инвестора выгодны. Например? Например, по городу Якутск это реальное училище, которое вот по улице Ярославского, которое заброшено двухэтажное здание. В Ленском районе дома Громовых, в поселке Витим есть, в Верхневилюйске, в самом центре там одноэтажный деревянный домик, конец 19 века, там первый съезд Советов проходил в 1918 году. Вот этот объект. В Татинском Лусе, село Кёль, там балаган есть, прямо в центре. Вот такие вот 7 объектов, потенциально. Еще в Мигнахангалском Лусе есть этот дом изба Никифорова. В принципе, как он с точки зрения туристических бизнесом будет привлекательный. То есть зачастую это все связано с туризмом, верно? Да, там у них прямо условие было, это туризм, то есть это гостиница, это музей и общественное питание, по-моему, так было. То есть инвесторы могут получить кредит и, соответственно, восстановить тот или иной объект культурного наследия, соответственно, превратив его уже в другую, да? Вот мы знаем, что в настоящий момент также ведутся ремонтные работы примерно на 30 памятниках, посвященных Великой Отечественной войне. Вот что это за объекты? В Якутии вообще у нас более 750 памятников, посвященных участникам Великой Отечественной войны, и труженикам тыла. Из них у нас 209 объектов, которые включены в единый государственный реестр. Да. Определенная работа уже проводилась в предыдущие года, к 75-летию. Это держим на контроле. Это у нас органы местного управления этим занимаются. Да. По городу Якутску, например, у нас Ильмень, вот этот памятник, вот уже во второй половине апреля уже должны там проводиться ремонты, косметические работы с участием, кстати, движений первых, там школьников будут привлекать для работы. В Покровске там Курган Слава есть, и вот там будут в Мигнахангалском, в каждом районе, всех это перечислять не могу, такие работы ведутся. Тут еще добавить, что упрощенный порядок появился с прошлого года по ремонту памятника Великой Отечественной войны. Это раньше, если это обязательно требование, если он в реестре стоит, да, это обязательно наличие организации, имеющей лицензии, должны только могли проводить. В прошлом году упрощенный порядок привел, то есть уже органы местного управления сами могут проводить, привлекая, да, просто уведомить нас. То есть обязательно наличие лицензированных организаций. А сейчас обязательно, да? То есть сейчас не обязательно. Наоборот, не обязательно. Уведомление. А мы говорим все-таки о том, что это
капитальный ремонт или косметический зачастую? Ну и капитальный ремонт, Тоже бывает. Разные виды ремонта. Космический. Ну, с точки зрения объектов культурного наследия у нас делится реставрация, ремонт, консервация и приспособление. Ну вот на ремонт и капитальный ремонт, и космический ремонт, он в то входит. В одну. Ну а сегодня состоится открытие выставки «Артефакты Вилюя через призму тысячелетий». Расскажите немного про это интересное событие. Да, сегодня в библиотеке «Смарт» в 203-м микрорайоне с 3 часов будет открытие выставки «Артефакты Вилюя». Это результаты раскопок, которые проводились в прошлом году в Мирининском районе. Вы знаете, что Вилюйское водохранилище будет повышать мощность, соответственно, поднимается уровень воды. Соответственно, там затапливалось 4 объекта археологического наследия. И вот в прошлом году Институт археологии Сибирского отделения РАН, город Новосибирск, да, они проводили там вот на более 16 тысяч квадратных метров. Ну, там огромное количество человек работало. Нашли более 30 тысяч артефактов от неолита до современного периода. И ну, вот, было решено, то есть невозможно их перевести сюда, все эти материалы, они все вот в Новосибирск увезли, потому что они там, они проводили, да. Ну и было, вот, чтобы показать для жителей Якутии, да, вот фото-выставку. Так что, вот, ну, пользуясь моментом, приглашаю сегодня в 3 часа, приходите, посмотрите. Смарт-библиотека, напомню, в городе Якутске, на 203-м микрорайоне. Ну и сейчас еще какие-то программы есть интересные в этот день для горожан и гостей столицы? Да, сегодня с 11 часов в историческом зале Национальной библиотеки общество, ну, Якутское городское отделение и Республиканское отделение Всероссийского общества охраны памяти истории и культуры тоже проводит фотовыставку. Называется «Якутское деревянное зодчество». То есть там старые фотографии, какие дома старые были. Ну, то есть по городу Якутску все эти исторически красивые дома, вот они будут выставлены. Вот. То есть теоретически сегодня можно посмотреть одну выставку в 11 часов. В одном месте. Да, и, соответственно, 15 часов в другом. Ну и тем самым так частичку своей души отдайте в этот знаменательный день, замечательный праздник, да, который заставляет нас о многом задуматься. Самое главное — беречь и хранить то, что мы имеем сегодня. Спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы надеемся, что этот праздничный день пройдет для вас и для всех жителей нашей республики на ура. Всего хорошего. Вот. Ну, а сохранение и забота о таких объектах очень важный процесс. Памятники все-таки хранят историю нашей страны, память о выдающихся людях, которые повлияли на историю нашей страны. Но память о важных исторических событиях живет не только вот в каких-то капитальных, да, объектах. Впервые в Якутии Якутский музей представит фронтовые письма в аудиовизуальном формате. Уникальная выставка писем фронтовика и учителя Николая Егорова в новой мультимедийном прочтении. Теперь посетители музея смогут не только увидеть, но и услышать письма с фронта. Живые свидетельства тех лет. «Треугольники судьбы» – так называли эти письма в годы войны. Каждое послание ждали как чудо, ведь в нем могла быть и радость весточки от родного человека, и страшная весть о его гибели. Сегодня в музее имени Ярославского письма, написанные солдатской рукой во время Второй мировой войны, заговорили. Здравствуйте, Ирина, Вася, Феля. Пишу из Алекминска. Едем сейчас хорошо. 6 июня из Якутска Москва вышла точно в час ночи. Первую ночь мы устроились на борту, народу было много. Спим, ложимся посменно, на койках по 2 человека. Коллекция фронтовых писем Егорова одна из самых больших, но не единственных в наших фондах хранящаяся. И мы решили представить ее в необычном формате, в формате мультимедийном и аудиоформате, для чего мы озвучили большую часть коллекции этих писем. И посетители, которые придут на эту выставку, смогут не только их увидеть, но и услышать голос фронта, который расскажет о боевых, трудовых буднях солдата Великой Отечественной войны. Главный герой выставки – Николай Егоров, учитель из Якутии, ставший фронтовиком и кавалером ордена Красной Звезды. С 1942 года и до самой победы он писал родным с передовой. Его письма – это уникальная летопись войны. Здесь и солдатские будни, и тоска по дому, и правда о боях за Сталинград, Бухарест и Вену. То, что пишет солдат в своих фронтовых письмах, не рассказывается там на страницах учебников или в научных монографиях, а там вот чистые чувства передаются, то есть впечатления от боев, впечатления вот от фронтовых будней,
как бы тоска по родине, по семье, о том, что вот он скучает. Егоров пытается там участвовать на расстоянии воспитания своих детей, то есть он говорит им, как надо себя вести, их приободряет. Например, на письме 42 года оно уникально тем, что здесь Егоров для своего сына Миши запечатлел самого себя на походе. Вот в полном обмундировании, каждый элемент обмундирования подписан. То есть это такое окно в 42 год, где мы можем самого Егорова увидеть. Выставка дополнена уникальными экспонатами, фотографиями военных лет, фронтовыми зарисовками самого Егорова, реконструкцией солдатского быта. Благодаря мультимедийным технологиям посетители смогут полностью погрузиться в атмосферу военного времени. Илана Захарова, Виктор Дичковский, Якутск. Уже через пару недель мы всей страной будем вспоминать о подвиге советского народа в День Победы. Ну а пока в сегодняшнем дне также есть много знаменательных событий. Вот, например, сегодня начинается весенняя неделя добра. Это ежегодная общероссийская добровольческая акция, которая проводится с 1997 года. Она формируется на основе добровольческих мероприятий разных организаций, учреждений и даже частных лиц, которые организуют социально значимые благотворительные события. Так что, если вы давно подумывали о том, чтобы заняться благими делами и помогать ближним, самое время проявить себя. Не обязательно делать что-то глобальное. Достаточно оказывать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Ну а далее узнаем о других памятных событиях сегодняшнего дня. На календаре 18 апреля. Сегодня Международный день памятников и исторических мест, Всемирный день радиолюбителя. По народному календарю фидул ветреник. На фидула нужно было растворить окна и заговорить их специальными словами, чтобы уберечь избу от гнилых ветров, от нечистой силы, от переполохов. Впрочем, истинная причина для такого обычая, скорее всего, была самая приземленная. После длинной зимы изба нуждалась в проветривании, а теплый ветер уже не мог выстудить помещение. Этот день в истории, 1025 год, в этот день помазан на царство первый король Польши, Болеслав I Храбрый. В 1902 году впервые в мире для опознания преступника применена дактилоскопия. В 1906 году, 18 апреля, в результате землетрясения разрушена часть Сан-Франциско. В 1923 году в СССР создано Московское спортивное общество «Динамо». В этот день родились Григорий Лангсдорф, немецко-российский исследователь, натуралист и этнограф. Георгий Вицин, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Галина Брежнева, дочь генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Натан Эйдельман, советский писатель, историк, литературовед. Светлана Немоляева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Владимир Васильев, российский артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, народный артист СССР. Именины сегодня отмечают Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен. А во многообразии памятных исторических дат не стоит забывать и о событиях настоящего. Чем ознаменовалась уходящая неделя, можно узнать из печатных изданий, например, из газеты «Якутия», свежий выпуск, который выходит сегодня. Далее узнаем о ключевых материалах свежего выпуска. Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко о самых интересных материалах в свежем номере газеты «Якутия». Леса в дальневосточных регионах страны уже горят. А какой будет ситуация в этом году в Якутии? Это стало главной темой нового номера газеты. Подробности читайте в статье Кюней Еремеевой. Памятная табличка на улице Октябрьской напомнила об истории Якутской национальной военной школы, где учили младших командиров для Красной армии. А позднее, в 1941 году, отсюда якутяне уходили на войну. Это место помнит многих героев Великой Отечественной. Историю об этом читайте в этом номере. Его полетом над сценой рукоплескали зрители разных стран. Как парень из хакасской деревни стал основателем целой балетной династии. С какими трудностями и победами прошел этот путь. Читайте в очерке «Магия танца» Анатолия Ултургашева. В Чурапче завершился третий этап отбора на игры Дыгына 2025 года. Стали известны имена всех 16 многоборцев, прошедших жесточайший трехраундовый отбор. О том, кто представит разные районы на играх и с каким настроением готовятся атлеты к главному многоборью года, читайте в обзоре Игоря Платонова.
А еще в номере рецепты простых, но очень вкусных блюд на Пасху. И, как всегда, занимательный сканворд и гороскоп на неделю. Будьте в курсе событий, читайте газету «Якутия». Хорошего вам дня! Ну а сейчас пришло время пополнить запас энергии организма и приступить к утренней трапезе. В частности, не обязательно это и к утренней. Можно ведь рецепты с утра прочитать, а вечером Можно в пятницу порадовать своих близких. сделать так. И мне кажется, следующее блюдо как раз подойдет именно для такого варианта использования, но оно при этом позволит вам окунуться в атмосферу итальянской кухни и приготовить его достаточно просто, и ингредиенты тоже не то чтобы прям какие-то сложные и замудренные. Давайте посмотрим. Доброе утро, Якутия! Привет, страна! Сегодня у нас на столе частичка Италии. Это баклажана пармиджано. Почистим баклажан. Не знаю почему, но итальянцы этот баклажан чистят именно в такой манере. Может красиво, может это что-то дает, но ни один итальянец мне так и не дал четкого ответа. Нарезаем его довольно-таки крупными кусочками. Это сантиметр, наверное, может чуть-чуть больше. Баклажаны мы раскладываем в миски и панируем их в обычной пшеничной муке. Погружаем в масло сами баклажаны, уже панировочные, в муке. Пока баклажаны готовятся, мы натрем сыр. Моцарелла у нас уже натертая. Конечно же, лучше использовать моцареллу, которая в воде, мягкая, сочная, свежая. Ее разрываешь и используешь. Вы посмотрите, как я это буду готовить, поймете. И нарезаем также где-то 0,7 миллиметров, 0,7 сантиметра, то есть 7 миллиметров томата нарезаем. Выкладываем рядом. Соус песто будем добавлять. Соус песто я уже приготовил. Основа соус песто – это зеленый базилик свежий. Листики снимаем, ствол выбрасываем. Листики перебиваем блендером с оливковым маслом, чесноком и поджаренным кедровым орехом. Получается вкуснейший соус песто, который идет как и в пасты, так и в салаты, как и в данный момент в горячей закуске. Итак, печь мы будем использовать на температуре стандартной, это 180 градусов. Для приготовления баклажанов нам понадобится буквально 15 минут на запекание. Итак, приступим к сборке нашего баклажана. То есть, как я сказал, используем кольцо. Для кольцо желательно смазать маслом с того же баклажана. Смазали, чтобы скользкое было. Первый слой, самый красивый кусочек мы оставляем наверх. Берем самые маленькие, можно разломать их даже так. И вот, чтобы видно было в серединку. То есть один круглый, две половинки по бокам. И у нас они заполнили все пространство в кольце. Следующим идет у нас на очереди это томат. Томат можно посерединке вставить. Затем на томат мы поливаем соус песто. На песто мы добавляем моцареллу. Относительно обильно. И немного пармезана. И так делаем много слоев, сколько позволяет ваша форма. И последний слой мы кладем наш баклажан и приминаем его так. Приминаем и уже обильно делаем шапку из сыра и много пармезана в конце. Много пармезана. Итак, прошло 15 минут, наш баклажан готов. Приступаем к сервировке.
И наш декор. Это бакладжан. Блюдо готово. Приятного аппетита! Ну а в ближайшее воскресенье в рацион на день многих из нас будет состоять, скорее всего, только из куличей. Вся страна отметит Пасху, оно же воскресенье Господне. И традиционным блюдом этого праздника являются пасхальные куличи. Но время не стоит на месте, и даже у такого традиционного, казалось бы, блюда появляются свои вариации. Например, в Москве предлагают различные виды куличей. Здесь и золотые, полностью черные, и даже с фисташковой пастой внутри. Она, кстати, является одним из составляющих дубайского шоколада. Да, при этом в РПЦ к таким куличам относятся спокойно. Там заявили, что существует огромное множество вариаций куличей, поэтому тренд на нестандартные куличи богохульством считаться не будет. Но не обходится и без эксцессов. Например, вот один из случаев, когда девушка хотела заказать кулич с интересным оформлением, но, вероятно, у кондитера что-то пошло не так. Да, и у зайца на куличе тоже. Ну, в целом, да, фантазия разгуливается даже вот на таких, как уже сказали, да, казалось бы, традиционных вещах. Единственное, ну, вот мое личное мнение, вот черный кулич, прям весь черный такой, ну, как-то не очень по-пасхальному он выглядит, что ли. Ну, ты знаешь, когда увидишь такой кулич с таким зайцем и рядом черный с какими-нибудь красивыми узорами, то, наверное, черный будет посимпатичнее. Там как будто бы обратно противоположное понятию воскресенья, да, что-то будет происходить. Вот. Ну, в целом, да, готовимся к Пасхе, печем куличи. Да. Вот, пожалуйста, вариаций огромное множество. Но ни одной Пасхой знаменательны наступающие выходные. В целом, суббота и воскресенье – это отличное время оторваться от будничной суеты. Одним из вариантов досуга может стать поход в музей. И далее мы расскажем вам о том, что можно увидеть в экспозиции Национального художественного музея. Национальный художественный музей является участником международного культурно-просветительского проекта «Великий Северный поход. Арктика как искусство», цель которого через искусство раскрыть культурно-историческое наследие Арктики. Освоение Северного морского пути – это такой долгий, интересный, многогранный путь, который связан с именами крупных, великих исследователей. Имя одного из них – Отто Юльевич Шмидт. Это человек-оркестр, математик, физик, астроном, исследователь, обладатель пышной бороды, который родился в 1891 году в Могилеве. Это был очень любознательный ребенок, который 8 лет мечтал уже быть начальником пустыни, чтобы орошать африканские земли. Это была такая его светлая мечта. Но, будучи уже взрослым, он стал помогать своей стране. И по личному поручению Ленина он работал над декретом о потребительских коммунах. Будучи молодым географом, он посетил экспедицию, первую советско-германскую, в 1928 году на вершины Памира. Довоенный СССР очень мощно осваивал территории Арктики и Крайнего Севера. И Отто Юльевич Шмидт, будучи таким молодым, активным, он уже был начальником многих арктических экспедиций. Также он руководил управлением Северного морского пути. Он первым водрузил советский флаг на острове Франца Иосифа. А ведь многие державы претендовали на кусок такого красивого арктического пирога. И, конечно, прославила его на весь мир. Великая такая экспедиция – это спасение теплохода людей Челюскин, где он очень грамотно организовал высадку людей с теплохода на льдину, откуда потом опытные летчики Водопьянов, Лепедевский переправляли людей на Большую Землю.
И он шутил, он подбадривал людей. И вместе с капитаном Ворониным последним покинул погибающее судно. Драматург Бернард Шоу так сказал об этом моменте, очень ярком для страны. Он сказал, что СССР – это великая страна, которая даже из трагедии делает такой триумф. А Отто Юльевич Шмидт, конечно, навсегда останется в памяти крупного исследователя, и он до конца своих дней всегда повторял один короткий девиз: настоящего человека тянет туда, где трудно. Мы продолжаем рассказывать самые актуальные новости этого утра. Алроса предложила повышать спрос на бриллианты за счет видового маркетинга. По словам начальника Алроса Петра Каракчиева, в нынешних условиях важно развивать такие рекламные кампании на дружественных рынках для стимулирования спроса. Алрос планирует сосредоточиться на рекламных кампаниях в дружественных странах, включая государства БРИКС, Китай, Индию, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Компания уверена, что это ключ к успеху не только для Алросы, но и для всей отрасли. Первый том фундаментального научного издания презентовали в Якутске. Энциклопедия Якутии «Книга», что охватывает множество знаний о прошлом и настоящем республике. Он содержит более 67 разделов, начиная от природы и географии Якутии, заканчивая научными, экономическими и культурными вкладами в развитие региона и России. Над сборником работали более 200 ведущих ученых, исследователей и специалистов. Теперь же первый том энциклопедии вышел в печатном виде. 800 экземпляров данного издания будут направлены в библиотеки и вузы республики. В дальнейшем планируется выпустить еще 3 тома один раз в 2 года. Всего планируем мы 4 тома энциклопедии Якутии. Некоторые тома, кстати, это будет зависеть от объема, могут даже и состоять из 2 книг. Например, мы об этом сейчас думаем. Скажем, энциклопедии Башкирии, Татарстана, там 6 или 7 томов. Но мы планируем 4 тома. И скорость выпуска, вот сейчас мы вышли как бы на финишную такую прямую, мы планируем раз в 2 года выпускать по 1 тому энциклопедии. Тоже такого же объема, где-то около 800 страниц. С иллюстрациями на самой современной полиграфической базе, с хорошей бумагой. И как бы для книголюбов это тоже очень большой подарок. 9 педагогов Нюрбинского района соревнуются за звание «Учитель года-2025». Конкурс проходит 4 этапа на базе школы номер 2. В течение 2 дней участники демонстрируют профессиональное мастерство, проводя уроки и мастер-классы. Цель конкурса – выявить талантливых педагогов, поддержать их, повысить престиж профессии учителя и распространить передовой опыт. Победитель представит район на республиканском этапе конкурса «Учитель года-2025». Как раз таки сделали так, чтобы в нашем конкурсе участвовали педагоги, у которых, то есть не ниже первой категории, да, они должны быть. Это делалось для того, чтобы то есть поднять качество участников нашего конкурса и, естественно, качество самого конкурса, и для того, чтобы на республиканском этапе представить Нюрбинский район более таком на качественном уровне. 8-классник Мюрюнской средней школы номер 1 Максим Татаров снимает свой первый короткометражный фильм «Топор». Все начиналось с детской забавы во время летнего лагеря. Там Максим с друзьями снимали короткие ролики в виде журнала «Ералаш». С открытием медиалаба в детском центре «Аркён» он записался на кружок. И после нескольких лет развития сам придумал сценарий к фильму. Сам же является и оператором, и режиссером. В фильме помимо друзей Максима снимаются и педагоги детского центра, а также именитый артист Афанасий Карамзин, исполнивший множество ролей в сериалах НВК «Саха». Смотрю и понимаю, что очень сильно надо, поднимать опыт, надо поднимать, что артист умеет вот это. И когда вот я начинал первые кадры, с ним, Афанасием Карамзиным,
Он резко вот, типа, говорит, и типа останавливается. Он мимикой дальше работает, вот так. И я останавливаю, типа, что ты делаешь? Все, давай еще раз снимем, посмотри еще раз. Мы сняли, а потом вот так очень, так скажем, да, вот актерское мастерство очень сильно помогает. На этом все. Хорошего дня и встретимся в эфире. Ну и мы тоже добавим в информационную сводку информацию. Госпаблик Министерства спорта Якутии информирует о том, что в этом году в республике пройдут 2 крупных спортивных мероприятия для участников специальной военной операции. Это региональный фестиваль адаптивных видов спорта, запланированный на 16 мая, и физкультурно-спортивное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, запланированное на 5 декабря. Спортсмены из Якутии уже добились успехов на всероссийских соревнованиях, включая Кубок защитников Отечества. Ну и я думаю, подробнее об этих мероприятиях мы узнаем однозначно в рамках нашего эфира. Ну а пока вот такая информационная такая сводочка для тех, кто, возможно, захочет принять участие. Ну, а мы перейдем к теме музыки. Из всех видов вообще детской музыкальной деятельности вокал наиболее доступен для ребенка любого возраста. Вокальные навыки это гораздо быстрее все-таки усваиваются, нежели, например, игра на музыкальных инструментах, когда из чего начинать нужно, вот прям с нуля. И вообще полезнее петь в ансамбле или сольно. Вот обо всем этом мы поговорим сегодня с нашими утренними гостями. Да, это руководитель вокальной студии «Голос» Татьяна Савинова, а также рада представить вам воспитанницу студии Аину Кажурову. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, первый вопрос, Татьяна, к вам, наверное, как вы работаете с детьми. Все ли дети талантливы? Скажу так, каждый ребенок талантлив по-своему и именно к чему-либо. Например, к музыке, к спорту, каким-то точным наукам, да. К нам приходят дети, которые действительно любят музыку, любят петь. Поэтому кто хочет петь, он быстрее развивается. Иногда приводят родители. Родители сами хотят, чтобы ребенок пел, но ребенок не хочет. Такое же тоже бывает, да? И, соответственно, он не развивается. А тот ребенок, который очень хочет петь, у него есть талант к музыке, он очень быстро развивается и учится петь. То есть такое понятие, как «медведь на ухо наступил», это все-таки миф? Нет, такое тоже есть, но такие не приходят к нам, потому что, да, уже изначально с детского сада слышно, ребенок поет или нет, да. Хорошо, Аина, к тебе вопрос. А с какого возраста ты стала петь, и кто первым увидел в тебе этот талант? Я хожу в студию «Голос» с 3 лет. Когда они открылись, я с радостью пошла туда, потому что они мои родственники, и я с детства очень люблю петь. Я с детства пела разные песни с мультфильмов и так далее. Ну, то есть сначала тебя по-родственному пригласили, а потом ты уже осталась на уровне профессиональном. Но это, если говорить об Аине, с 3 лет пришла к вам. А с какого возраста лучше отдавать ребенка именно на вокальный кружок? На вокале лучше отдавать с 5 лет, когда речь уже поставлена, когда ребенок может выдерживать 40 минут занятий, и он готов выполнять какие-то задания наши. А в целом вообще как устроена ваша вокальная студия? Мы вокальную студию нашу открыли с моим мужем Христофором Савиновым. В этом году 7 лет в студии. В неделю 3 занятия. Дети занимаются с 5 лет. У нас 4 возрастные группы. Дошкольная, потом 1-2 класс это Juniors, Kids Vox. Juniors как раз занимается Аина, девочки 3-4 класса, и старшая группа Джем. По возрастам у нас ансамбли, и по расписанию у нас еще есть хореография. Еще и танцуют ребята. Да. Это все должно быть в совокупе, да? Потому что, да, ансамблевое пение, оно не предполагается как хор, вот стоять и не двигаться петь. У нас обязательно движение, подача песни, это очень важно. Ну вот тогда вопрос сразу непосредственно к участнику. Аина, тебе нравится петь лучше в ансамбле или все-таки сольно? Мы поем и так, и так. У нас есть ансамбль, и помимо ансамбля у нас еще есть группа. The Angels называется. Мы там поем разные якутские, русские песни. Еще мы танцуем. У нас есть хореограф Наталья Алексеевна. Она ставит нам танцы, движения к разным песням. Еще мы поем сольно. Нас учит Айлана Харитоновна. Она тоже очень добрая.
Вот. Но тебе-то больше где нравится? Когда ты одна или когда Мне в коллективе? нравится и то, и то. И то, и то. Молодец. Не разделяешь для себя на какие-то прям сильные. А в целом, вообще вот ребенку полезнее, опять же, в каком, в хоровом, да, то есть в коллективном исполнении петь или сольно? Ну, я бы порекомендовала петь в ансамблевом вот, коллективе, потому что в коллективе ребенок больше развивается, он видит, и он учится у тех, у кого есть уже опыт, да. Получается, сольно немножко страшновато одному выступать, а в коллективе намного веселее, да? А Инна, ну вот с точки зрения исполнителя, а как в себе вот этот страх перед публикой? Ты, может быть, как-то глушишь его, может быть, у тебя есть какой-то ритуал, может быть, талисман есть какой-то? Ой, ну не знаю, я как-то сама по себе... Мне сначала тоже было страшно выступать сольно. Я в первый раз вообще даже не помню, когда я сольно выступала, но мне было чуть-чуть страшно. Я пела вообще очень тихо, скромно, но потом я стала ходить на соло, и, ну, не знаю, как-то сама по себе стала увереннее. Увереннее. То есть сейчас вообще не волнуешься перед выходом на сцену? Вообще ни капельки? Вот это профессионализм. Это опыт. Это опыт, да. Вот мы знаем, недавно у вас вышел клип, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Расскажите, пожалуйста. Так, ну весной состоялось мероприятие масштабное, скажем так, закрытие года детства и открытие года защитника Отечества в Республике Саха-Якутия. Нас пригласили выступить с песней «С чего начинается Родина». Для нас это был новый репертуар, то есть сроки были сжатые, короткие, нам очень быстро пришлось выучить, благо дети, которые занимаются давно, они очень быстро выучили, мы все это отрепетировали и достойно выступили вместе с министром образования и замминистра молодежи. Вот у нас такой номер был. И с тех пор у нас в репертуаре такая интересная песня. Решили увековечить в честь 80-летия Победы. И вот у нас клип. И в клип появился. Да, появился. Ну а что было сложнее подготовить песню, потому что про трудности вы уже говорили, да, что не из репертуара нужно было быстро выучить, или клип снимать, потому что это тоже два разных. Ну, скажем, у нас уже есть опыт. Если бы это было в первые годы, это было бы сложнее. Сейчас дети уже все быстро на лету схватывают, сразу все выполняют. Все прошло быстро. И разучивание, и выступление, и съемки клипа. Ну и плюс мы пригласили видеографа опытного, который уже снимал у нас клипы. Ион Иванов, он отлично справился. Вот увидите результат, нам очень понравился. Ну, увидим мы этот результат вместе со зрителями, потому что сегодня как раз, пользуясь случаем, хотим этот клип вам показать, учитывая нашу пятничную традицию музыкальную. Инна, а вот давай, у тебя осталось буквально 30 секунд. Почему хорошо петь в твоем возрасте? Хорошо петь, потому что речь, она развивается речь, перебивает страх. Ну и вообще я очень люблю петь, потому что мне очень нравится, я с детства пою, да, и у меня... Это круто. Да, это круто очень. Ну вот сейчас, дорогие телезрители, мы увидимся, окунемся в этот мир. Как это вам круто. Хороших выходных.